Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Привет, охотники за спортивными новостями! С вами Алена, и сегодня мы будем вместе накалять воздух до предела, потому что мы приготовили очередную порцию горячих новостей из контактных видов спорта. Обсудим, кто там кому хочет дать горячих щей. И еще раз покопаемся в нашумевшей, так сказать, парижской трансгендерной теме. И так и разберемся, почему МОК допустил к Олимпийским играм сей участниц. Бойца смешанных единоборств, выступающего в UFC Алекса Перейра, обвинили в изнасиловании. В не очень хорошем деле его обвиняет тикток-блогерша по имени Мередит Браун. По ее словам, это все произошло в номере отеля сразу после турнира UFC 302, на котором Перейра присутствовал как гость. Кстати, сам инцидент произошел 2 июня, то есть аж 2 месяца назад. Но девушка только сейчас осмелилась об этом рассказать. А сделать она это решила, записав несколько видео в ТикТок. Как и что было на самом деле, никто не знает. Ни сам Перейра, ни его команда никаких комментариев пока не дали. Что это? Хайпский усик или правда матушка? Будем выяснять. Пишите, что думаете. Действительно ли Перейра способен на такое? Кто ты по жизни, брат? Кажется, такой вопрос уместен на действия бойца ММА Наиля Михайлова. На турнире по ММА Найза-64, прошедшего Ахтау, наш герой вошел в клетку, чтобы подраться с узбеком Хумаюном Тухтамурадовым. На войне все средства хороши, подумал Наиль, и на всякий случай и перекрестился, и по-мусульмански протер лицо руками. Само видео набрало более 5 миллионов просмотров. Но забавнее всего тут комментарии пользователей. Да чего ж креативные подписи. Сам же Наиль объяснил это вот так. Ассаламу алейкум, я Михайлов Наиль с города Темиртау. Переволновался. Это было приветствие, как и ко Всевышнему, так и к Богу. Так как я метис, в большом случае склоняюсь к исламу. А так это было уважение, как и к исламу, так и к христианству. Не судите строго. Всем ассаламу алейкум. Хотя какая разница, кто ты? Главное быть хорошим и добрым человеком. Не так ли? Пишите в комментариях ваше мнение. Необычная слава пришла к французскому прыгуну с шестом на Олимпийских играх в Париже Антони Аммиратти. Перепрыгивая, спортсмен задел один шест, так сказать, другим шестом. На это отреагировал один сайт для взрослых, предложив спортсмену $250 тысяч, если тот покажет у них причину своего проигрыша. Самое интересное то, что эта сумма в 3 раза больше той, которую ему бы заплатило государство за золото. На это предложение спортсмен пока никак не отреагировал. Еще один спортсмен покорил женские сердца. На этот раз местный красавчик, казахстанский боксер Нурбек Оралбай. После выхода в финал по боксу на Олимпийских играх в Париже социальные сети взорвались признаниями в чувств Нурбеку. Фанаты говорят, точнее фанатки, что спортсмен красив и душой, и телом. В одном из интервью боксер рассказывал о дальнейших планах, куда входит и женитьба. Однако это просто планы или конкретные планы не уточняется. Что тут можно сказать? Удачи, Куздар! И аккуратнее с эмоциями. А спонсор спортивных эмоций – 1xBet. Вернемся к наболевшей и скандальной теме с боксерами, то есть с боксершами Иман Халиф и Линь Ютин. Сейчас они уже в финале. И есть огромная вероятность, что на первом месте пьедестала мы увидим именно их. Каждую в своей весовой категории. Мы вот все пытаемся понять, какой у них по итогу гендер-то? Почему МОК это тщательно не проверит, спросите вы. А вот почему. Международный олимпийский комитет не проводит тестов на определение гендера с 1999 года. Вот мне теперь непонятно. Любой рандомный мужчина или человек с отклонением в гендерном здоровье может пойти и выдать себя за того, кого хочет? И, как говорится, пьедестал наш-наш? Что вы обо всем этом думаете? Пишите в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение. Экс-чемпион Лиги Найза в 53 килограмм Казбек Саган сделал вызов действующему лидеру наилегчайшего веса Диасу Ерингаипову. Но давайте покопаемся, что там было до. В прошлом году Казбек Саган сошелся в неплохой рубке с Багдатом Жубанышем. Тогда решением судей чемпионом стал Казбек. Бой получился скандальным. Точнее, не столько бой, сколько результат.
Зрители считали, что победа была за Жубанышем. Больше 1,5 лет Багдад ждал своего часа, дабы подраться в реванше с Казбеком, чтобы отобрать пояс. И не дождался. Казбек перешел в другую весовую категорию и оставил пояс. На недавно прошедшем турнире Найза-64 Багдад подрался с кыргызским Доуронбеком Кылычбекулу, став таки чемпионом лиги в минимальном весе. Достиг цели, так сказать. Что хочет теперь Казбек-то? Он хочет подраться и с Диасом Ирингаиповым и отобрать у него пояс. Плюс хочет закрыть, как он сказал, нерешенные вопросы с Багдадом и подраться с ним в промежуточном весе. Мол, никто же ничего не теряет, давай зарубимся. На вызов Казбека Диас ответил в своем инстаграме так: «Не играйся с тем, кто может тебя съесть». И как мы заговорили, смотри, не подавись, написал в ответ Казбек. А вот ответа от Багдада на вызов на реванш ни Казбек, ни мы пока не дождались. Какая-то бойцовская Санта-Барбара получается. Короче, друзья, что вы думаете обо всем этом? Интересен ли вам реванш дуэта Сагын-Жубаныш? И вообще, что думаете об этом? Пишите в комментариях, мои бесценные. Хочу почитать. А теперь перейдем к анонсам турниров, которые пройдут в эти выходные. 11 августа в 2 часа ночи начнется турнир UFC Fight Night, который пройдет в Лас-Вегасе. В главном бою вечера сразятся 8-й номер рейтинга тяжеловесов Марчин Тыбура и 9-й номер того же рейтинга Сергей Спивак. Это будет их вторая встреча в октагоне UFC. Первый их бой состоялся в феврале 2020 года. В том бою единогласным решением судей верх одержал Тыбура. Но фанатам из Казахстана, скорее всего, будет интересен другой бой. В главном карде этого турнира на коротком уведомлении дебютирует нокаутер из Казахстана Николай Веретенников. Его соперником станет непобежденный американец с 8 победами Дэнни Барлоу, который тоже любит финиши. 7 из 8 своих побед он добыл досрочно. Ранее, в 2021 году, Николай пытался пробиться в UFC через Dana White Contender Series, но уступил эквадорцу Майклу Моралесу единогласным решением судей. Моралес сейчас идет на 4 победах в UFC. Его рекорд 16-0, и 24 августа он подерется с 12-м номером рейтинга Нилом Магни. 10 августа в Цинцзянь-Уйгурском автономном районе Китая пройдет турнир Шуй Комбат 1. В главном бою вечера встретятся этнический казах из Китая Тайлак Нураже и казахстанец Кирилл Карпекин. Тайлак известен казахстанской публике по боям в Road to UFC и Найза. В соглавном событии сразятся боец из Китая Реггежен и казахстанский боец Бакмири Маркс. Последний бой Бакмири провел на турнире Найза-60, где на морально-волевых качествах одолел спарринг-партнера Конора Макгрегора Бахрамжона Рузиева. Кстати, рекомендую вам посмотреть этот бой. И напоминаю, что спонсор спортивных эмоций 1xBet. Этнический казах из Китая Уразбек Жакоб, известный по выступлениям в Road to UFC, разделит октагон с бразильским бойцом Филиппе Закароном. Боец команды Дар Тим, спарринг-партнер Асу Алмабаева Ермахан Орентаев, подерется с бойцом из Китая Едила Мухитом. В профкарьере Ермахан провел 2 поединка и в обоих нокаутировал своих соперников. Что примечательно, оба нокаута буквально одинаковые. А также сегодня в Китае пройдет еще один турнир, на котором выступят бойцы из Казахстана. Скорее всего, пока вы смотрите этот выпуск, турнир уже начался и идет в прямом эфире. В главном бою Brave Combat Federation 84 Ярасыл Шукатаев сразится с грузином Бидзина Гавашилишвили. А также на турнире выступят Олжас Ескараев и Айваз Айдинов. В комментариях мы оставим ссылку на трансляцию и желаем удачи нашим парням. На днях завершилось состязание по греко-римской борьбе, по итогам которой Демир Жадраев нам в копилку принес свою медаль. Своим экспертным мнением с нами поделился борец вольного стиля, главный тренер спортивного клуба Дар Тим Эдуард Базров. Вот и завершился турнир по греко-римской борьбе на Олимпийских играх. И сборная Казахстана завоевала серебряную медаль, с чем я поздравляю душу всю команду, всю нашу дружину, главного тренера Юрия Мельниченко, который проделал очень хорошую работу. Давно не было медалей высокого качества на таких крупных соревнованиях, поэтому Демир Жадраев, лично его знаю, лично поздравляю. Он заслужил эту победу. Он мог стать олимпийским чемпионом, но получилось так, как получилось. Поздравляю, желаю дальнейших успехов нашей греко-римской дружине. Поэтому
результат неплохой. И, как говорится, дальше больше. Вчера стартовали состязания по вольной борьбе. Очень надеемся и верим, что звезды сойдутся так, как нам хочется. И Юсуп Батырмурзаев и Алишер Иргали поднимут наш флаг на пьедестале. И поскольку наш эксперт Эдуард Базров представитель именно этого стиля, естественно, мы его попросили поделиться прогнозами. Сегодня в борьбу вступают наши вольники, команда по вольной борьбе. Я считаю и прогнозирую хороший результат команды. Я буду очень болеть, это мой вид спорта, поэтому всех ребят лично знаю. Каждый из них, из 4 наших ребят может добиться хорошего результата, взять медали высшего достоинства. Поэтому всем хорошо отбороться, и я думаю, что у нас большие шансы привести и в вольной борьбе медали. Поэтому желаю всем успехов. И мой прогноз, то, что будет у нас обязательно медаль и в вольной борьбе. Всем хорошего дня. 5-кратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе стал Михаил Лопес. Единственным 5-кратным в истории борьбы. И на этой счастливой ноте спортсмен решил завершить карьеру. Михаил Лопес – первый в истории человек, взявший личные золотые медали на 5-летних олимпиадах подряд. Михаил уже легенда. 239 миллионов тенге в сутки. Именно столько получает Snoop Dogg за присутствие на Олимпиаде. Вы только посмотрите, как счастливо танцует Snoop Dogg. Да каждый из нас бы танцевал при таких-то условиях. Потому что помимо хорошего гонорара, Snoop живет и тусуется в Париже абсолютно бесплатно. Поговаривают, что это все ради того, чтобы к Олимпиаде было больше внимания. Вот к чему, а вот как раз к Олимпиаде внимание выше крыши. Слово дня – маунт. Маунт – это такая позиция в единоборствах, когда один из бойцов оказывается на груди своего лежащего соперника. Очень выгодная позиция для находящегося сверху спортсмена. Конечно, у него такое раздолье, бей не хочу. Поэтому, чтобы выбраться из такого положения, нужно крайне постараться. На сегодня у нас все. Впереди долгожданные выходные. Кто-то будет высыпаться после трудовой недели, а наша команда продолжит трудиться для вас, чтобы во вторник прийти к вам с чем-нибудь интересным. И напоминаю, спонсор спортивных эмоций – 1xBet.